Александр Лавердян, блестящий пианист, выпускник музыкальной консерватории, приехал в Абхазию из Еревана. После переезда он начал преподавать в Сухумской музыкальной школе имени Ковача. В 2014 году по его инициативе была создана детская студия эстрадного и джазового мастерства «Каданс». Именно на ее базе появился единственный в своем роде коллектив, в котором детей начали обучать не только пению, но и игре на музыкальных инструментах. Всегда у него была тяга и желание создавать коллективы. Вот я помню, даже когда еще студенткой была музыкального училища нашего, он на эстрадном отделении недолгое время, но он там ребят тоже собирал, также назывался коллектив «Каданс». И они уже тогда пытались играть живьем на различных инструментах. Он всем показывал, то есть он знал и умел на гитаре играть, там, и на барабанную установку знал. То есть вот как будто он старался сразу создавать именно коллективы. Учеба учебой, но «Каданс» это было отдельное государство. То есть они там проходили другие песни, там это был другой уровень. Это очень серьезная была работа, и он как семья. Дети были там как семья, он их как папа их был там. И они сильно приходили, обнимались все перед репетицией. Девочки там относились к мальчикам очень тепло. Конечно, сложно сейчас, я говорю, вот об этом говорить, понимать, что этого уже не будет. У юного коллектива было два главных правила – живой звук и качественная музыка. Дети исполняли композиции культовых джазовых и блюзовых музыкантов, а также песни на абхазском языке в современной аранжировке. За 6 лет работы Алик Лавердян стал узнаваемым сухумчанином, а для своих подопечных – наставником и верным другом. А самое главное – сумел привить им удивительную любовь к музыке. Когда я пришла и сказала ему: Олег Сергеевич, я хочу поступать в театральный, он сказал: чем бы ты ни занималась в этой жизни, ну, это твой выбор, но музыка тебя не отпустит. Она всегда будет с тобой, всегда будет следовать за тобой, и ты будешь следовать за ней. И поэтому я прислушалась тогда к его словам, и сейчас я понимаю, что он был прав. И, конечно, я сейчас занимаюсь музыкой и планирую в дальнейшем заниматься только музыкой. Мы были такой музыкальной семьей, это всегда было вот с первой репетиции. Всегда было так. Он был наш музыкальный папа. Он всегда нам писал, всегда переживал, всегда думал о нас в первую очередь. Он делал все, чтобы у нас было все. И все инструменты, все доставалось очень с большим трудом, но постепенно, слава богу, у нас все появилось. И он нам доказал, что не обязательно иметь дорогую аппаратуру, чтобы играть прекрасную музыку, чтобы делать сольные концерты, филармонии за пределами залов. И мы очень много ездили. Но если бы не он нам подарил вот это вот незабываемое детство, о котором мечтает каждый ребенок. Спустя несколько лет коллектив вырос из стен школы и отправился в самостоятельное плавание. «Каданс» стал выезжать за пределы республики, где не раз становился лауреатом различных музыкальных конкурсов. Одним из последних стал международный фестиваль «Открытая Европа. Открытая планета», на котором «Каданс» перед выступлением неожиданно представили как российский коллектив, к тому же исковеркав название. Алик Лавердян вышел на сцену и попросил объявить еще раз, уточнив, что Сухум – это республика Абхазия. Дети выступили блестяще, однако не всем членам жюри понравилось, что коллектив выступил под абхазским флагом. Когда, не знаю, предпоследний раз, по-моему, поехал в Москву, там был какой-то конкурс, и их там, вместо того, чтобы первое место, они фактически его завоевали. Да. А им сказали, что вы не взяли первое, якобы там какое-то чуть ли не третье и так далее. И он на этой почве нервничал. У него такой нервный срыв немного был, он попал в больницу с сердечным приступом и так далее. И вот после этого у него уже такие симптомы были. Когда талантливый человек с умом и любовью направляет энергию молодых людей в нужное русло, это всегда имеет блестящий результат. Несомненно, уход из жизни Александра Лавердяна – большая потеря не только для тех, с кем он творил и работал, но и для всего музыкального мира Абхазии. Эсма Голанзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.